Агрокомплекс «Сунжа» и без того один из крупнейших на Северном Кавказе. А сегодня масштабы его деятельности официально начнут расти. Подключение второй очереди комбината к сетям природного газа не только значительно повысит производительность, но и окажет влияние на экономическое развитие региона. При этом проект подтверждает высокую эффективность совместной работы федеральных и региональных властей, считает вице-премьер Александр Новак. Это прекрасный пример, как вместе нужно обеспечивать развитие региона, создавать новые рабочие места. И это вклад инвестора, вклад региона, вклад «Газпрома» в эту реализацию. Это то именно, что должно делаться для того, чтобы развивалась республика, развивалась наша страна. А инициатор проекта, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, считает, что в целом процесс газификации очень важен для республики. Этот объект, он был особенный. Если сегодня вторая очередь, и Александр Валентинович туда сам приезжал 2 раза, и сегодня, если до 5-6 тысяч тонн томатов, то по завершении второй очереди это будет 30 тысяч тонн томатов. Поэтому это для нашей республики огромное предприятие, которое будет давать не только республике, но и за пределы те продукты, чистые продукты, экологические, которые пойдут на стол нашим городам, селам, нашим конкретным жителям нашей страны Россия. Вот огромное спасибо за поддержку правительства Российской Федерации. Уже непосредственно на территории агрокомплекса «Сунжа» старт проекту дали председатель правительства республики Владимир Сластенин и гендиректор «Газпром Межрегионгаз Назрань» Альберт Лиянов. Разрешите от имени жителей Республики Ингушетия выразить благодарность за поддержку наших специальных прорывных проектов. Сегодня мы присутствуем на очередном открытии АПК «Сунжа» мощностью 13,5 тысяч тонн. Все строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Объект готов к пуску газа. Разрешите подключить. Агрокомплекс «Сунжа» – один из ключевых прорывных проектов. Подключение второй его очереди к сетям природного газа позволит региону обеспечивать свежей продукцией не только местных жителей, но и население других субъектов. Сама реализация задуманного – показатель того, что Ингушетия развивается и делает это активными темпами. Его сметная стоимость уже шагнула за 9 миллиардов. Это 25 гектар земли, это под 500 рабочих мест, это поступление налоговых платежей в бюджет республики. И самое главное – это рабочие места. На базе этого проекта был использован так называемый ИБК, инвестиционный банковский кредит, благодаря которому здесь на этой территории ближайшей построена еще своя станция электрическая под названием «Тихая». Для подключения к природному газу был проложен газопровод высокого давления, общая протяженность которого почти 6 километров. Компания «Газпром» в кратчайшие сроки провела весь спектр работ, ход которых держал под личным контролем глава Ингушетии. Установлен шкафной пункт редуцирования газа, выполнены все мероприятия по запуску, присоединению, также пусконаладочные работы газоиспользующего оборудования. В целом весь комплекс услуг, который наша компания должна была выполнить, она выполнена. Пока еще производительность агрокомплекса составляет порядка 70 тысяч тонн плодоовощной продукции в год. Подключение второй очереди к сетям природного газа даст еще порядка 22 тысяч тонн. В общей сложности за счет работы и первой и второй очереди будет выходить свыше 30 тысяч тонн овощей. Это томаты, огурцы, баклажаны и другие культуры. 32,9 гектара общая площадь будет агрокомбината «Сунжа». А рабочие места будет порядка 500 на второй очереди и порядка 150 у нас на первой очереди. В общей сумме это будет где-то порядка 650-700 человек, которые будут задействованы на работе на этом комбинате. Это не только агрономы, овощеводы, это точно так же и электрики, слесаря, дежурные службы, которые обеспечивают полностью работоспособность комбината.
Руководство агрокомплекса уже прорабатывает логистические схемы и заключает договоры с сетевыми магазинами, чтобы предоставлять продукцию на российский рынок. Это позволит существенно повысить доходы агрокомбината и, как следствие, вырастут и налоговые поступления в бюджет республики. Мария Макеева, Султан Магушков, Магаз 24.